Добрый вечер! На КПК Лайв программа «Студия Быковского 9». Сегодня на календаре 18 мая, а к нам в гости пришла заведующая кафедрой педагогики и психологии, куратор группы У-22 Кокенова Динара Кайратовна. Динара Кайратовна, вы работаете в колледже второй год, а уже являетесь заведующей кафедрой. Расскажите, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать руководитель? Я думаю, в первую очередь руководитель должен уметь организовать свою работу коллектива. Это и умение привести работу в систему, то есть должна быть определенная системность. Где-то нужно найти подход к каждому педагогу, уметь ему помочь, и иногда уметь просить помощи. Студенты, которым вы преподаете, отмечают, что вы всегда на позитиве, умеете найти подход к человеку, всегда поддерживаете студентов и знаете, что сказать в трудную минуту. Как вы считаете, насколько важна роль духовно-нравственного воспитания личности человека? И как стать счастливым человеком? Отвечая на вопрос о духовно-нравственном воспитании, о его роли, наверное, следует обратиться вообще в принципе к понятию, что такое воспитание. Да? Мы с вами знаем, что это целенаправленный процесс воспитания личности, и прежде всего мы готовим его к жизни в обществе, и к труду в обществе. И духовно-нравственное воспитание – это некий социальный заказ, поскольку мы должны подготовить человека, воспитать его, чтобы он успешно функционировал в обществе и соответствовал его нормам. И во все времена, пока будет существовать общество, духовно-нравственное воспитание будет первоначальной задачей системы образования. А что касается вопроса о том, как стать счастливым человеком, это философский вопрос. У каждого на этот вопрос своя формула. Наверное, прежде всего для меня, как для педагога, это заниматься любимым делом, постоянно развиваться в нем, и семья. Безусловно, родные и близкие люди, к которым ты можешь обратиться, радоваться за них, гордиться ими. Наверное, я могу сказать, что я счастливый человек. Работа педагога – дело нелегкое. Как вы отдыхаете после рабочих будней? И есть ли у вас увлечения, хобби? Уметь отдыхать – это вообще целое искусство, наверное, потому что для педагога это большая роскошь отдохнуть, это действительно нужно учиться этому. Я этому только учусь, поскольку педагогика, преподавание – это моя страсть, и поскольку я относительно молодая мама, у нас молодая семья, и мне приходится учиться правильно отдыхать с ребенком, это убрать всевозможные гаджеты, стараться не смотреть, а вдруг мне там что-то по работе написали, вдруг я кому-то нужна. Это нужно учиться, и не забывать о том, что нужно проводить время с ребенком, с мужем, просмотр фильмов, поход к родственникам, друзьям, родителям. Пока у нас такие развлечения. Спасибо, Динара Кайратовна. Как вы знаете, 2022 год в Казахстане объявлен годом детей. Во втором сезоне у нас специальная рубрика «Баланың сұрағы». Это та рубрика, где наши корреспонденты встретились с социальными партнерами колледжа в школах и детских садах города Костанай и узнали, какие вопросы дети задают взрослым. Как стать директором школы? Почему зимой холодно? Как стать миллионером? Когда наступит Новый год? Почему сказки учат добру? Сказки учат добру, потому что в сказках есть четкое разделение на добрых и злых персонажей. То есть мы можем четко прослеживать, какие поступки можно считать добрыми, благородными, а какие несут в себе какой-то плохой смысл. Да? Герои, главные герои, добрые герои сказок, они наделены такими качествами, которые побуждают на добрые дела, на героизм, на подвиги. И в связи с этим, безусловно, сказки являются, наверное, лучшим инструментом. Это же детский фольклор все-таки, и народные сказки, и современные авторские сказки. Они, безусловно, учат детей, что такое добро. Спасибо за ответ.
Передаю слово своей коллеге Асие Жамаловой. В нашем эфире специальная рубрика «60 секунд». В студии Асия Жамалова, наш гость Кокенова Динара Кайратовна. Рубрика «60 секунд» – это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 10 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. 3, 2, 1, мы начинаем. Назовите столицу Испании. Мадрид. Как называется начало реки? Исток. Какой фрукт является объектом раздора? Яблоко. Главное орудие хоккеиста – это… Клюшка. Какая птица расположена на флаге Казахстана? Орел, беркут. Мгм. Самая высокая точка Казахстана. Пик Хантингри. Шпионское насекомое. Жучок. Человек не чувствует запахов, пока… Спит. ЭВС – это… Электронная вычислительная система. Верно. Какую птицу называют сплетницей? Сплетницей. Так. Ну не кукушка точно, сорока. Верно. Общее количество ваших баллов 100. Поздравляю! Динара Кайратовна, мы очень рады, что вы с нами. И для вас наша команда подготовила небольшую музыкальную игру под названием «Фортепиано». Для вас звучат 3 коротких мелодии знаменитых хитов, а ваша задача их угадать. Итак, готовы? Да. Мелодия номер 1. Зацепила меня. Правильно, Артур Пирожков «Зацепила меня». Крышка. Мелодия номер 2. Я не знаю без музыки. Правильно, музыка нас связала. Готовы к 3. Мелодия номер 3. Мы одно целое. Мы неделимы. Это неделимы Артик и Асти. На этом наша игра завершилась. Вы угадали все мелодии. Поздравляем! Благодарим вас за участие в программе «Студия Быковского 9». И на память разрешите вам вручить небольшой сувенир. Спасибо большое. Держите. В нашей программе есть традиция. Каждый гость оставляет свой автограф после участия. И вот мы предлагаем вам оставить свой автограф в нашей программе на память. Так, держите. Большое спасибо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Увидимся через неделю.